Что готовит год грядущий для Ингушетии и ингушей? Вы, наверное, все, а может быть и не все, видели выступление министра госимущества и земельных отношений Северной Осетии Руслана Тыдыева. Я хотел бы прокомментировать это и разобраться, что происходит на самом деле, и поставить точку в экспансии ингушских территорий. Это видео с комментарием министра госимущества и земельных отношений Северной Осетии Руслана Тыдыева о готовности к завершению процесса определения границ с соседями, в том числе с теми, которых нельзя называть по имени, то есть нас. По мнению Тыдыева, работа по определению границ Северной Осетии с определенными субъектами, начатая в 2020 году, должна завершиться в мае 2021 года. С решения последнего вопроса с соседями под условным названием Восточные, то есть Ингушетия. Также руководитель Минимущества Осетии как аргумент определения в кавычках своих территорий назвал наличие у него карты, где нарисованы муниципальные границы населенных пунктов Осетии с исключением территории Западной Ингушетии, пригородного района и части города Владикавказ, отторгнуто в пользу Северной Осетии в 1957 году, которые в его представлении имеют силу межрегиональных границ. В чем состоит наша проблема? Что, собственно, происходит и как поставить точку в экспансии исконно ингушских территорий? Проблема заключается в том, что если глава Ингушетии срочно не сделает в этом направлении хоть что-нибудь, это однозначно усугубит наше положение. То есть, если официальными властями не будет вовремя и соответствующим образом опротестованы действия осетинских властей, то это будет выглядеть как наше согласие с их решением. Формально, если общество через органы госвласти и общественные институты не заявит протест, то это будет означать наше автоматическое согласие. Теперь важно не что у нас получится, а сделают ли наши чиновники что-нибудь для выражения несогласия и фиксации этого в сознании сторон конфликта. Дальше ищем ответы на вопросы. Работает ли Российская Федерация и законы? Если нет, то на что опираться ингушскому народу в вопросах восстановления своей территориальной целостности? Способно ли ингушское общество, находящееся под тотальным контролем силовиков, на мирную мобилизацию? Чтобы осетинское руководство поняло раз и навсегда, что подобные территориальные авантюры могут привести к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе. И еще, как ингушскому обществу проконтролировать руки политических шулеров не только из Северной Осетии, но и самой Республики Ингушетия? Платон говорил, наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев. На этом я прощаюсь с вами. Мы обязательно еще раз обсудим эту тему и поднимем этот вопрос. Всего доброго, до новых встреч.